Романы, детективы, сказки. Здесь каждый нашел что-то по душе, поэтому ребята сразу засели за книги. Кто-то обсуждает сюжеты уже прочитанных, а другие, не теряя времени, уже окунулись в новую историю. Книга рассказывает о том, как депортировали наш народ в 40-е годы. И я знаю, чем я займу себя эту неделю. Вдохновить людей, дарить друг другу хорошие книги и распространить чтение среди молодежи – это цель акции. Дарите книги с любовью. Подарить их можно не только друзьям, но и библиотеке. Так здесь собрали порядка 400 экземпляров. Около 100 книг передают Сунжинской 6-й школе. Здесь в основном школьная детская литература, а вот для колледжа приготовили больше 300 книг. Здесь много зарубежной классической литературы, а также есть новые краеведческие книги от Якуба Патиева, Айшат Кадзоевой и Сы Кадзоева. В акции участвуют все школы республики, а библиотека, составив списки через Минобр, передает книги учебным заведениям. Среди них колледж архитектуры и дизайна и 6-я Сунжинская школа. Амину Исаеву называют книжным червем, частый гость школьной библиотеки. К тому же поступать планирует в архитектурный колледж, так что повезло вдвойне. Да, я очень рада сегодня присутствовать здесь и что наша школа получит новые книги. У нас, конечно, в библиотеке и так разнообразие разных книг. Там русская классика и даже зарубежная присутствует, наши отечественные. Я приметила несколько новых книг. Харуки Мураками «Норвежский лес» и несколько книг еще новых наших отечественных поэтов. Книги в хорошем состоянии и последних лет издания – это строгое условие. Для маленьких школ, но с большим количеством учащихся, как 6-я Сунжинская, такие подарки не только ценные, но и долгожданные. А в библиотеке колледжа больше книг по специальности, чем классической литературы. Книга – это самый верный, пусть даже безмолвный, но самый преданный друг человека. Мы получили столько книг, теперь у нас не будет такой нехватки для выдачи учащимся книг для чтения. Поэтому большое спасибо. Сунжинская национальная библиотека уже 6-й год проводит акцию «Дарите книги с любовью». Она, кстати, сегодня приурочена к Международному дню книгодарения. Дети у нас, конечно, читают, но хотелось бы, конечно, чтобы они читали побольше. В основном приходят дети до 10 лет. У нас недавно образовался детский уголок. И дети охотно приходят сейчас у нас читать и могут спокойно посидеть, почитать. Есть место, располагаемое место, и книги у нас очень много новых книг, именно детских. Также в Национальной библиотеке в рамках акции открыли выставку детской литературы «Пусть всегда будет книга». Она заинтересует детей до 12 лет и продлится в течение недели. Хава Газикова, Хамзат Халухоев, Новости 24.